Что-то херово дело. Не открывается. Короче, замок с кодом. Видите, как просторно, тут уютно. Но тут тоже изба. Запенили, смотрю. Вон, это жилая изба, тоже посмотреть надо. Короче, за рекой вот изба, Степин дом. Потом здесь примерно 30 метров такой берег. Река идет вон туда, далеко. И здесь уже дальше поднимается. С прошлого года я тут не был в избе. В прошлом году я чай пил. Тут хозяева были. Сейчас тоже зайду, отдохну. Вон, дровишки заготовили. Такая беседка просторная тоже. Все классно. Дров много, я смотрю. Вон он. Так, сперва, наверное, схожу в баню. Хочется посмотреть. Степа мне говорил. Малютка лодка. Ой-ой, очень неустойчивая. Я один раз переходил на нем. Мне эта лодка совсем не понравилась. Высокая баня. Буран поднимается. По речке газует. Баня высокая. Нижние венцы новые поменяли. О, капитально сейчас сделано. Доски такие красивые. Вот. Ну вот. Ой, блин. Чуть-чуть темно, конечно, но также здесь такая доска, чтобы сидеть. Очень много нагадили мыши, очень много. Железная печка. Печка большая, огромная. Это жарная, она офигительный дает. Баня по-черному. Там нары двухъярусные, ярусные. Ну, высота сейчас гляну. Ух, высота очень высокая, ребят. С моим ростом я еще не достаю. Реально высокая. 2,5 метра, наверное, тут высота. Но печка большая. Она греет хорошо тоже. Тут такой алюминиевый канли, еще как чугун большой. Это чтобы греть воду. Ну, уже чернеет, все уже почернело. Но старая, наверное, баня, вот они как бы обновили. Вот так. Все хорошо, в принципе. Баня как баня. Зашел, помылся и отдыхаешь. Но красиво сейчас, блин. Сейчас солнце вышло. Мороз такой. Сейчас зайдем. И нормально хоть чай попью. Чолом зарокерка. Лейшотчины. Кто-то заходил. Так, тут закрывается все. Ой, блин. Что херово дело. Не открывается. Так, как же быть-то? В общем, приподнять надо. Короче, замок с кодом. Видите, как просторно, тут уютно. Вот такой шкафчик тоже мне нужен. Обязательно в избу. Потому что без этого шкафчика, блядь, продукты все время мыши там гадят. Смотрите, какой матрас привезли. Тут детские матрасы. Степа тут всегда с семьей отдыхает. Что нового, от котелки так развешено от мышей. Здесь для резки там доска. Ну, этот окошечко, что продувало. Это правильно. Это так и надо оставлять. Изба, чтобы дышала, понимаете? В некоторых избах плотно все закрывают, потом изба не дышит, плесень образуется там. Щетку еще туда надо, чтобы сойки не залетали, птицы.
Летом обязательно там этот трясогузка там залетит, будет гадить гнездо где-нибудь, у нее там будет. Решетку надо. Решетку это обязательно. Хоть марлевую, хоть какую. Ну, реально просторная изба. Так, давайте просмотрим шкаф там. Ну, тут продукты. О чем я и говорил. Все есть. Туалетная бумага, растение, масло, чай. Все. Чтобы мог человек отдохнуть, если в беду попал, продукты. Тут тоже пружина нужна, чуть-чуть открывается. Самое главное, чтобы мыши туда не залезли. Печку я тоже в прошлом году показывал. Печка из диска, 2 диска там приварено. И труба кирпичная. Вот. Ну, все отлично, типа, блин, 5 с плюсом. Фундамент капитально сделан. Он не спеша все сделал и все четко. Мне лично все нравится. Новая изба, в принципе, тоже. Зазоры от пеной там закрыли. Все классно. Вон дети рисунки оставляют. На Новый год обычно сейчас всей семьей опять приедет там щук ловить. Вот такие дела. Сейчас попью чаек. Не такая простая задача у охотника еще процесс охоты снимать. Не подумайте еще, что это очень легко. Что вот другие там блогера тоже вот, что снимают, как сказать, фильмы. Им не просто так все дается. С камерой возьми, вот, все мешает, все шумит. Все в снегу, блин. И сегодня камера еще подводит, он еще постоянно замерзает. Ну, стараемся как можем, делаем что можем. Много, конечно, с этими съемками пропускаем. Много промахов получается и дичи много. Успевают улетать, пока там подходишь к ним. Фу. Второе чаепитие в этой избе у меня уже. Второе чаепитие. Окно свиньи. Туалетная бумага я куда-нибудь вот сюда повешу. Отсыреет все. Одна или двойное стекло, я вот только не могу понять, наверное. Или одно. Обычно, когда два стекла меньше иней. А одно, если одно стекло только, иней очень много образуется. Пить хочется. Сейчас, в принципе, и не надо. Я, как обычно, так на леске пришел и только взял сало и хлеб. Больше ничего не взял. Короче, я пью чай, ребят, и дальше пойдем. Сейчас будем уже возвращаться обратно домой. Вот такая охота была. Ну, хоть не пустые, хоть что-то удалось добыть. Буран уже здесь летит. Ну вот, чай попили. Здесь в тетрадке написал, что я тут был. Спасибо, изба. До следующего раза. Обычно раз в год сюда я захожу. В основном осенью. Ну, посмотрим, как будет. Здесь вот так все просторно тоже. Все безопасно. Все классно, Степа. Молодец.
вот замок, конечно, я бы посоветовал, конечно, поменять. Не знаю, стоит, не стоит закрывать. Чем-то упор какой-то. Хреново дело. Вообще не закрывается. Нет, наверное, не буду закрывать. Какую-нибудь палку поставить еще. Сейчас найду какую-нибудь палку там. Упор сделаю, чтобы не открывалось. Тут доски есть. Спиннинг, чего только там нету. Одним словом, этим закрою. Там уже сами потом решат, как. Все. Сейчас вот ветром ничего не откроется. Замок хреновый. Сразу прямо говорю. Надо поменять. Все, ништяк. Я в поиске третьего рябчика. Вон перья оттуда идут. Сюда. Куда-то в эту сторону, видно, улетел он. Вот перья. Или по реке он туда дальше улетел. Прям в этом направлении он. Вот отсюда снег выпал. Если бы еще перо найти. Нескошенная трава. Вот еще перо. Получается, в этом направлении летит. Значит, он будет садиться вот сюда. Вот так, тык-тык-тык-тык. Это просто лунки. Это тут ночевал. Тут, ребят, изба. Я вон там чай пил. Здесь уже совсем другая изба. Разобранная. Изба-то хорошая. Нары разобрали. Печка сам по себе развалилась там. Бревна-то хорошие еще. Не течет ничего. Вообще классная изба. Не, бесполезно, наверное, я сюда пришел. В такой чаще. Сейчас перья я вообще уже не вижу. Там тоже какая-то постройка. Может, камнем куда-то он упал и все. Ищи, свищи. Тут тоже изба. А река вон какой круг дает. Ух, очень большой. Туалет даже вон. Здесь кладовка. Вот тоже большая изба. Лосиная шкурка. Но раньше так этой вместо матраса было. Печка еще более-менее, но плита ничего нету, разобранная. Тоже не течет ничего так, в принципе. Но хозяев, наверное, нету. По старинке там столик сделан. Так, перьев нету, фиг знает где он. Так, птица, куда он улетел? Ему, наверное, в желудок пуля попала. Он ввысь пошел сперва, потом уже парил. Наверное, тут баня была.
Здесь баня, ребят. Большая звездочка. Печка. Ну, все развалилось. Баня по-черному. Так. Ну, что сказать, ребят. Третья птица не наша. Третья птица. В эту сторону перелетела. Видите, как далеко еще подранок летит. И все. Следы я потерял дальше. Перьев ничего нету. Каждые 5 метров зигзагом прошел. Весь кустарник обошел там. Блин. Так, еще раз. Вот оттуда. Должен быть здесь. Я там все перешарил там, блин. И перьев ничего дальше нету. Скажем, когда падает или же должны все равно быть какие-то перья. Так, я нашел, короче. Тут тоже вон какая-то постройка, тоже, наверное, изба была вон с 2 окнами. Я не знаю, в какой из них. Один раз я ночевал с дедом. У нас сломалась моторка, мы плыли веслом несколько дней с охотничьей избы. Но тут тоже изба. Запенили, смотрю. Вон, это жилая изба, тоже посмотреть надо. Чолом заракарка. Ни разу не выходил сюда. Чолом здорово. О, ништяк. Ух. Вот может быть даже здесь вот помнится вот как-то с 2, да, наверное, вот тут мы с дедом еще и ночевали. Вот это мне доска помнится. И окна, 2 окна. Не знаю, чья изба это. Кто хозяин? С Алексеевки, наверное, кто-то. Новые кирпичи, между прочим. Новые кирпичи вам. Изба вот такая. Печка, интересно, буржуйка. Вот какой-то вот. Там, наверное, там, наверное, все-таки. Да. Я понял. Так, это, наверное, получается печка. Сперва огонь вот сюда поднимается, потом туда идет, потом уже вверх. Возможно так, потому что тут вижу какая-то перегородка приварена. Кирпичи здоровые. Вплотную тоже поставили. Тарелки, спички, соль. Вот тут такая безопасность приделана. Вот. Раньше, наверное, тоже, как и везде, во всех избах кирпичные печи были. Сейчас переделали на этот. Тетрадка. Так, домовая книга, местечко, щетка, час. А кто хозяин? Ну, ничего не расписали. А ручка есть, в принципе. Но писать не стану. Вот домовой. Вон он. Я люблю вот этих домовых в избе. Я думаю, избу они охраняют. Лук оставили. Чай. Ну, конечно, все разбросали. И надо какую-нибудь коробку, чтобы мыши. Мыши, вот они. Конфеты, майонез, сахар, соль, наверное, там что-то. Вот такая просторная изба, между прочим, вот с моим ростом 1,90 м. Вот. Я не достаю, легко иду. Ну вот, матица вот только. И то не мешает, в принципе. Вот такая изба. И как же это? Планировка, как и везде. Сколько я изб не снимал вам. Но первый раз попалось, что 2 окна тут. В основном в углу столик и нары единые вот так. Вот такая планировка у нас в нашем районе. Раньше делали, сейчас, конечно, по-другому. Я бы тоже по-другому сделал. В середине окно и по 2 сторонам нары. Ну,
все, познакомились с очередной избой. Ничего не трогаем, просто вот смотрим. Вот, не пакостим ничего, все хорошо. Как было, все так и оставляем. Пружинеем, все закрылось. Окно. Ну что, ребят, сейчас я еще без съемки. Почему-то упор такой сделали. Наверное, как-то что-то скосилось, может, или из-за чего там такой на упор. Сейчас еще вот тут пройдусь. Надежды нету никакой. И уверен, что я не найду, конечно, рябчика, но посмотрю еще напоследок. Короче, за рекой вот изба с Степин дом. Потом здесь примерно 30 метров такой берег. Река идет вон туда далеко. И здесь уже дальше поднимается. Вот. Может быть, эти 30 метров рябчик перелетел и полетел дальше. Здесь я тоже его не вижу. Он 100% куда-то упал. 100% падать-то упал. А вот я не нашел. Но это не беда, ребят. Он не пропадет. Его съедят мыши, горностай, лисы. Кто-то... Кому-то я помог, чтобы с голоду не умер. Потому что есть кому искать. Ищут круглые сутки. Голодные ходят. Лисы, например. Все, просто надо смириться и идти дальше. Идти дальше к новым целям. А этого оставляем. Не наша птица. По-другому, нечего добавить. Везде уже искал. Нет живого места уже. Поле зрения, что возможно там. Везде вон, смотрите. Каждые 5 метров. Прям